Стрельба из лука – наука точная, в ней нужно рассчитать все до мелочей. Натяжение тетивы, размах рук, скорость выпускаемых стрел. И при всем этом необходимо правильно прицелиться, что сделать гораздо сложнее с традиционным луком, представляющим собой достаточно простую конструкцию – рукоять и тетиву. Отличие нашего лука видно сразу, так как у нас чисто как в простонародье говорится, это дерево и веревка, да, вот. У нас нет специальных полок, прицелов, меток. Вот. Мы, то есть, стреляем как бы интуитивно. Я считаю и оцениваю то, что человек преодолевает себя, должен победить себя, ну тогда вот только вот и будет и победа. Испытание проходило на убывание. Тот, кто последним набирал 6 очков, завершал свое выступление. Всего целей было 3. Заяц, за него давали 1 очко. Утка, оцениваемая в 2 очка. И последняя, самая маленькая цель – белка. За нее участники получали 3 очка. Лучники усердно готовились в течение года и на соревновании продемонстрировали плоды своих тренировок. У нас в селе начали тренироваться. Я чисто из любопытства, скажем, да, пошла и понравилось. В течение года у нас проводились рейтинговые соревнования. Много раз, с 19-го почти беспрерывно все соревнования. Виктор Бурцев, председатель Федерации якутской национальной стрельбы из традиционного лука, отметил, что этот вид спорта является одним из самых молодых из входящих в реестр Министерства спорта региона. В начале прошлого года количество занимающихся стрельбой составляло порядка 500 человек, а на сегодняшний день уже свыше 1000. Создаются новые клубы по всей республике. В городе Якутске мы имеем уже 5 клубов. Но в дальнейшем мы планируем еще клубные соревнования. Виктор Бурцев также рассказал, что в следующих играх в Манчары в Татинском Улусе нас ожидает нововведение – командные соревнования по стрельбе из традиционного лука. Марина Захарова, Иван Сорокаумов, Якутск.